Попытка номер 4. Давай, давай, давай. Работа. Кто-то медленно едем, нужно поддать топливо. И что еще нужно для счастья? Да? Всем привет, доброго времени суток, кто смотрит днем, утром, ночью, вечером. Приехал я 2 дня назад, как строил избушку, и соратник, товарищ, друг Евгений предложил съездить на реку в Верховье и прогуляться до озер. По навигатору нашли озера, 3 штуки. Спрашивал, сторожил, что за озера, есть ли там рыба. Все никто не ходил. Вот поедем за километров 60 по реке и километров 15, наверное, по тайге будем ходить. Цель у нас доехать по речке, сходить до озер, их там 3 штуки, перепад между ними 2-3 километра, не знаем, хватит нам сил там дойти и времени. Сил-то хватит, просто времени непонятно. Мы вот сейчас поедем, загрузили лодку, ну и поехали за приключениями. Обломали ей переправу. Здоровенный перекат сейчас будет. Просто. Прям ступень такая, очень серьезный, самый такой серьезный. Смотрите, что прям какой он. Вот прям вообще называется углежение. Прям воронка такая. Смотрите. Вот это да. Попытка номер 4. Давай, давай, давай. Эба. Не можем зайти. Не-не-не, Жень, назад. Фу. Это разве дождь для настоящего рыбака? Да, Жень? Ловим. Продолжаем дальше ловить рыбу. Погода шепчет.
вся мокрая собака. Ух, какая. Так. Ладно, все свои. Иди. Промокла вся, да? Промокла вся? Да, вот так вот держу. Сама в гости, можно сказать, пришла. И сразу такая, так, моя территория. Ну что, ловится, нет? Ну, местами, да. А местами нет, ну как обычно. Вот остановились на привал. Прям такая скала. Едем уже 8-й час. Река мелкая. Должны 2 раза уже быть в избе. Ну, потихонечку с рыбалкой. Прям не хочется никуда спешить. Отдыхаем. Сегодня у нас время заезда. День подъема, да? День подъема. Завтра постараемся в гидрокостюме искупаться. Ну, чай пьем и прям. Чай пьем, орлом летаем. Да. Водку пьем, свинью лежим. Едем уже 8-й час. Блин, рыба плескается. Ох, какая шикарная. Стояли на этом месте, на яме прям. Яма плескалась, встали, не плескается, здоровый, там, под килограмм. Только уехали, прям всплески такие. Ну, надо ехать до избы. Едем до избы. Сейчас будет устье. Река Мельчала. Лодку на себе, с шестами работаем. Не все снимаем, потому что некогда снимать. Поймали штучек, наверное, штук 5 на засолку. Штук 20 откусили мелкий вот такой жарю. Говорят, крупный верховье. У нас задача другая, пойти на озеро, которое вот, до которого нужно туда-обратно по месту ходить километров 15. Сегодня главная задача заехать. Завтра у нас будет проливной дождь. Завтра мы будем нырять по речке, наверное. Гидрокостюм оденем. Женя будет первый раз, будет попробовать. Я сам уже не нырял. Попробуем что-нибудь заснять, видео какое-нибудь, если получится. Ну как-то так. Едем. И переключайтесь. Ну наконец-то мы добрались спустя. Сколько мы в 11 выехали? 10:40 выехали. Здесь 40. 19:57, 8. Ну мы ехали-то с отдыхом. Да, с С философией, с рыбалкой, с рыбалочкой. беседой с хорошими людьми. Промокли все, хоть, ну, плащи спасли нас, по крайней мере. Ну вот, по крайней мере, доехали до точки, куда мы доезжали. Хотели куда доехать, вернее, доезжали. Точка наша была. Вот этот идол. Жень, что значит этот идол? А? Что значит этот идол? Это дракон. Дракон. Черный дракон. Вот что. Символ мудрости. Да? Му- Чего там еще у Китая? Символ мудрости, еще вот и который это все строил, живой, за 70 лет. Что он построил? Вот это баня. Просто восхищаться нужно такими людьми. Нам, молодым, хотя мы уже не молодые, человеку за 70 лет. Смотрите, что он построил и строит до сих пор. Вот этот дом наверху красивейшего места. Качельки натянули там, залезли на спасущем, на сосны. Это еще и турник, еще и качели. Сухой ручей. Ладненько, не будем палить место. Ну вот, такой предбанничек. Мотоплуг, чтобы, наверное, дрова таскать. Потому что уже не молодеем. Ну просто шикарный хозяин. Шикарное место. Фу, разгружаемся. И 2 ночи будем мы здесь ночевать. Все, смотрим и не переключаемся.
Ну что, мы добрались до места, до которого хотели доехать. В принципе, хотели побыстрее, но река упала очень сильно, обмелела. Долго ехали, остановились в одном месте половить. Ну, карась мелкий, есть крупный, но надо заниматься. То есть у нас была задача доехать до места, ехать далеко. Думали, за часов 5 доедем, а доехали за часов 10. Рыба небольшая, взяли чисто под малосолочку сделать. Сейчас мы его посолим и завтра будем его кушать. Завтра у нас будет рыбалка в гидрокостюме. Не рыбалка в гидрокостюме, а будем сплавляться в гидрокостюме. Так чисто поснимаем, постараемся снять что-нибудь. Может быть, найти рыбу и спиннингом покидать, половить. Как-то так. Погода под вечер успокоилась. Дождь. Не снимали, как ловили рыбу. Сколько отпускали мелочь эту. Потому что заливало все прям ведром. Как с ведра лил дождь. Ну, живы-здоровы, доехали. Что сидеть в дождь дома? Как-то так. Берем обязательно крупную соль. Крупная соль. Не мелкая. Рыбу нужно заниматься рыбой. И мясом, и рыбой. Не мелкой солью, а крупная. Взяли чуть-чуть. И в пакет. Я думал, по телефону с кем-то разговариваешь, ты блог ведешь, да? Да, записываем. Женя занес всю провизию наверх. Молодец. Топор, Некоторые ждут, когда все сделают, а вот Женя все сам делает. Аж приятно. некоторые-то, которые первый раз на еде, наверное. Которые не первый раз, которые просто в тайге, которые просто в тайге. Скажу так. Помнишь, где топор? Все подсолили вот так. Топор, не помнишь, Пакетик. куда мы дели? У меня в рюкзаке он. Топор. В большом. 2 рюкзака у меня. Все. Подсолили все его. Все, оставим его, пускай он подсаливается. Подсаливается в холодной водичке. Сейчас мы его подгнет под камни. Чтоб чайка не съела. Не могу найти топор. Сейчас, Жень. Все, рыбу засолили и ее замариновали под камнями, под водичку холодненькую. Вот так, завтра будем кушать ее вечерком. За собой я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Жарим, Я за тобой подогреваем вознесусь, курочку. по Сейчас небу кинем туда яички. Я обязательно к И тебе вернусь. теплым проливным дождем губами прикоснусь. Сегодня кухня такова у нас. Первый день приезда. Готовим то, что привезли с дома. У Евгения супруга приготовила курочку. Мы ее порезали, сковородочку,
Моя супруга приготовила яички, поколола их, залила в бутылочку, я их залил в сковородочку. То есть вот это мы хозяйство разогреваем сейчас, пока она не испортилась. Температура сегодня 10-12 градусов, она заканчивает у нас готовится. Женя растопил у нас избу, молодец. Или начинает растапливать ее. Сейчас мы уже минут 10 и будем кушать, отдыхать. С завтрашнего дня у нас подводное погружение, рыбалка спиннингами и как бы вот так. Так что не переключайтесь и оставайтесь с нами. Да, Жень? Да. Да, Женя говорит да. Давайте с нами. Ну что, проснулись. Время 7 утра. Чистим зубы, ванные процедуры. Сегодня что у нас? Сегодня у нас берем гидрокостюмы, спиннинги и ныряем. Температура градусов 9-10, прохладненько, комаров уже нету. Погода замечательная, на качельках. Прям избушечка такая шикарная. Спали хорошо, прям хочется спать, спать и спать. Но нужно двигаться, нужно что-то снимать. Так что продолжаем. Поклевка. Сопротивляется как. Даже зачетный, что ли? Побольше, да. Хороший. Вот его мы берем. Идет. То возьмем пожарить хотя бы в избушечке. Продолжаем. Так. О, да, ух ты, блин, вот хорошие удары. Есть. Такой же. Такой же. Травы много, цепляется за траву, заводит. Сейчас пойдем, Жень. До полкилограмма не пробил, представляешь? Попал, он опять сюда встал. Не пробил, надо тащить его. Прям в него попал, не пробил. Надо напильником тащить, прикинь, вот такой. Ну далековато, вот такой. Опять вернулся, круг сделал и опять вернулся сюда.
проплавал часа 3, наверное. Мелочь. А вот дошли до одного плеса. И весь под берегом тем стоит. Прям раз десяток за полкилограмма видал. И вот взял наконец-таки одного. Сейчас поменяю. Вот такого красавца. Еще штук с десяток видал. Вот. Весь стоит под тем берегом. Стоит. Под этим не плавал, правда. Но много очень у него там. Так, сеть. Сейчас, значит, оттуда может, как? Откуда идем будем? Я пошел первый, да? Ничего себе. 4. 3. 4. Вот тебе путанная старая рваная сеть. Да, 4. Вот тебе, пожалуйста. Сильно не шугаем, а то хорошо, что мы здесь поставили на выходе. Видишь, на посадку здесь шли. Ух ты, какие хорошие все. Ничего себе. Ну, Вот это кабаны. час твоего плавания в воде будет, да? Слушай, вообще шикардос просто, Жень, конечно. Понимаешь? Да. Все здесь. Все, теперь курим, сидим. Этого я подстрелил. Да, мы так можем и подловить. Не матерись, Жень. Не матерись. А, ты снимаешь? Конечно. Блин, а я думаю, вспомнил об этом. Я в азарте весь. Давай сверху, может, шуганем еще, нет? Сейчас заснимем эти. А ну иначе я сейчас сесть все. А не сорвался, да? Да, залез. Держи. Угу. Ох, погода. Ну а что дома делать? Время 9 час. Только приехали. Только минуту назад закончился дождь. Проливал часа 3, наверное. Все мокрые. Все мокрые. Ну вот что у нас, что нам удалось поймать. Настрелять. И еще ловили мы сегодня, как сказать, старым дедовскими способами в загон, хариус в загон. На видео покажем. Как бы это нельзя ловить так, но рыба не клюет абсолютно. Под водой она есть, просто плавал с подводным ружьем. Такие экземпляры. Сам просто в шоке. Опять дождь начинается. Все, рыбу шкерю.
И завтра мы отдыхаем. Сегодня мы отдыхаем, и завтра с утра, если дождь, дай бог, не будет идти, пойдем не искать, а на озера. Озера 3 штуки. Далеко, очень, не знаю, находимся завтра. Будет очень интересно, наверное, посмотреть, а не ходить. Ладненько, до встречи. I'm wild, wild at heart. If they love me, they'll love me. 'Cause I'm wild, wild at heart. What would you do if I wouldn't sing for them no more? Like if you heard I was out in the bars drinking Jack and Coke, going crazy for anyone who would listen to my stories, babe. Time after time I think about leaving, but you know that I never do, just 'cause you keep me believing.